Берется просто шарик, да, узелковая головка, туда из ваты, сюда она складывается, забирается. Уже, как говорится, когда вот ткань играешь, тканью, уже получается, что у тебя какая-то вот кукла у тебя выйдет из твоих рук. Дальше мы тут фиксируем. Ручка у нас уже идет, да? Здесь ручка, и здесь идет ножка. Конечно, тут надо немножко разрезать. Вот ножка будет, тут у вас получается головка, ручки две и две ножки. Вот здесь они выйдут. Вот у вас уже видно. Обычно у меня дети, они все почему-то тоже начинают делать с головы, потом идут у них ручки, и потом идут уже ножки. Но одевать там уже, конечно, легче. Людмила Николаевна кужакерна аканниса быдысыч, бытко Николана Турокич, инькалын шогмана шингажетана орсаннез. Не абыдыс басак чужемаш, компермяцкой национальной дорочь пачкамаш. Здесь у меня представлены работы, которые участвовали в выставках, как они сделаны мной, так и сделаны детьми, которые же дети-выпускники, они мне этих куколок оставили и, как говорится, подарили. Они теперь у меня живут уже здесь. Людмила Николаевна, расскажите, как в вашей жизни появились такие замечательные куклы? Как вы начали мастерить? Оно начиналось все с детства, это с 4 лет. Потому что я, как по словам мамы, очень сильно-сильно заболела. И у меня в первую очередь была большая кукла. Она купила куклу и положила мне. И с этой куклы практически я дожила до 28 лет. И вот мой результат. Я всякие делаю куколки и занимаюсь. Я этому очень, как говорится, радуюсь, что разные куклы у меня выходят со своим характером, со своей душой. Такие. Я с этим отдыхаю. Для начала я всегда делаю эскизы тех героев или тот костюм, когда я хочу воплотить, как говорится, в жизнь. Всегда рисую, потому что девочки в платочках. Бабушка всегда у нас в фарточке. Дедушка у нас всегда почему-то у меня с бородой, в жилетке, в лопаточках. Потом мы делаем тулово. Тулово, как я уже тут видно, что я делаю из хлопкопрошивного волокна. После этого я уже одеваю, закрываю вот эту вот часть, чтобы ее не видно было вообще. И после этого я уже делаю, вот у меня заготовочки есть. Это ладошки, только не ручки, это только ладошки, потому что это, как говорится, убираю. И потом уже это все прикладываю, собирается это все. Такие вот маленькие конструкции, это игровая. Вот такая же конструкция сделана у меня вот здесь, вот на бабушке, на дедушке, на внучке. Это у меня куклы идут, как говорится, сказка «Три медведя». Да? Волк, заяц, лиса. Они идут без иголки вообще сделаны. Это такая технология идет, это просто идет пластиковый текстиль, наверное, скорее всего, потому что там где-то складывается и собирается это все. Тут везде вот этот вот, как говорится, вот этот шарик, он просто обтягивается, и вот такие конструкции у нас создаются. Это у меня приходят детки, я занимаюсь детским садом, и мы иногда вот ставим сказку. Тут можно уже угадать, что тут 3 сказки. Ничего знали, когда проходили сказку, оказывается, у нас в сказке «Теремок» еще присутствует еж. Расскажите вот об этих замечательных героях, как они получились. Это артельные куклы Маня и Ваня. Они сделаны полностью, говорится, каркасные, да, у них вот ручки могут разделываться, там внутри проволока, а здесь у них гипсовая личико, молд. И сверху не обтягивается тканью, потом разрисовывается. Старалась, конечно, подобрать ткани, которые соответствуют именно вот тому времени. Вот эта вот ткань была ярко-ярко-желтого цвета, да, фартук вот этот вот ярко. Я его покрасила в чай. Просто берете чай, заварку, опускаете на час, на полтора, опускаете, и вот она уже придает вот такую старину. Любую ткань, чтобы сделать это вот не чисто белым, как говорится, что вот, да, вот старину придать, я опускаю в чай или в кофе. А суджен також мезен отірзоретена і щелетена ашін чужанин, донтана культура да традиция из, инуотана это мокса очлань. 4 куклы в одной кукле. Здесь девочка. Так, стоп. Вот она девочка. Так,
Все мы, девочки, любим играть. Так. Потом девочка у нас растет, растет. И она уже у нас становится красивой, красивой девушкой. Она у нас уже на выданье, одела, как говорится, украшения у нас, так. Но же ей скучно, ей хочется уже семью, детей. И она у нас обзаводится семьей уже. Тут у нее уже получается лялечка вот такая. Она уже, как говорится, поменялась. У нее уже платок вместо украшений. Уже украшений никаких нету. Появилась лялечка. Но, как мы уже все знаем, после лялечки, когда вырастает, разлетается из дома, мы уже становимся старенькими, как говорится. И у нас, получается, мы уже бабушками становимся. Тут уже цветовая гамма другая немножечко, да. У нее уже есть и шаль, и темные цвета вот у этой бабушки, и платочек у нее уже назад. И потом все это круговое. Снова у нас у бабушки появились внуки. Вот они растут, и в круговую вот это все идет. Вот такая у меня есть замечательная кукла. Ну и еще у меня было увлечение идет. Это увлечение из фоамирана. Как эту технологию делать? Только берется пенопластовый шарик, фоамиран и утюг. Все, больше еще клей, конечно. Термопистолет, который, вот эти вот идут, как говорится, красота. Это куклы на ручке. Но это подарочно, конечно, в школу такого уже не возьмешь. Следующее, где я вам хочу показать кукол, которая стоит самое дорогое, как говорится, у меня, которые... Ой, мои труды, мои пальцы были. Царские куклы. Полностью подбиралась ткань, подбирались именно вот эти бусины. Почему царские куклы? Как это? Это было для детей царей. Это делали именно белошвейки, которые у них были. Конечно, вот сейчас вот на данный момент, если детям дать поиграть, они не поймут. Но вот когда вы на фотографиях можете увидеть вот эту куклу. Еще одна большая работа с детьми, которая была, как говорится, выпускная. Мы изучали народы Пермского края, которые у нас проживают. 7 пар, да? 14 кукол. 14 кукол. Это делалось у нас в течение 5 месяцев. Это очень долгая работа. Работа делалась как ручную, так и машинную, но детям понравилось. Здесь представлены народы вот коми-пермяков. Так, это костюм Юсинского района, это удмурты, это башкиры, дальше идут русские, татары и украинцы. Кырмортлан эмоланын мог сек аджасия буртуйок, мастерлан зарняки эскерна бычам удж, и лона ловшарти мадик кезла. В каждый костюм вглядываешься и представляешь историю нашего народа. Людмила Николаевна очень творческий человек, аккуратный, ответственный. И это можно проследить во всех ее работах. Я восхищаюсь ее работами, если честно. Ее усидчивости, ее доброте. Она всегда с открытым сердцем и душой откликается на все наши предложения и проводит с нашими посетителями мастер-классы. В нашей Майкарской взрослой библиотеке в сельской у меня здесь проходит выставка. Здесь я представила большую коллекцию нашего Пермского северного края. Это кукла в традиционном национальном костюме. Вот здесь представлен Чердынский уезд полностью. Далее представлена у нас куклы в костюмах. Это Соликамский, он, как говорится, самый богатый, огромная коллекция. Я изучала очень-очень-очень долго. Оно, как говорится, и качество там есть, и бисер есть, и ткани разные, как говорится, яркие такие все, самобытные. Юсвинский и немножко вот Кудымкарский. Район Юрлинский наш представлен тоже в кокошниках, они, как говорится, наш, как говорится, традиционный, потому что нигде его больше не встретить. Этот, как говорится, головной убор, кокошник, расшитый, он тоже разный. Так, и здесь у меня еще представлена игровая кукла. Очень интересно. Да, вот такой дорожный набор. Немножко о технологии, как получился вот этот дорожный набор. Это все можно убрать. Это вот тут кармашки есть. Так, это все складывается сюда, сюда, и все. И пошел
Все забрал. Если тебе надо где-то в поезде, да, или в автобусе, снова раскладываешь. Это все достается, это все отвязывается. И теперь я хочу рассказать о очень большом обучающем мастер-классе. Был нынче, да, это Татьяна Юрьевна Антонова, народный мастер Пермского края, который проживает у нас в Чайковском. Сначала была кукла Пава, вот такая, да. Народный мастер обучила, как говорится, вот этому мелкому всему. Я подбирала одни ткани, она мне сразу говорила, исправляла у меня, критику нужно уметь воспринимать, я исправляла и вот гармонично, чтобы все вышло. Но чтобы Пава у меня не скучалась, на эту куклу у меня ушло, наверное, недели 3. Чтобы она не скучала, я ей сделала вот такого сударя. Но на сударя у меня всего ушла, так как я уже знала эту технологию, на этого сударя у меня ушло всего 2 недели. В чем сложность? Сложность в подборке ткани. В конструкции вообще очень тяжело, так как она должна стоять и, как говорится, форму вот эту вот держать, и правильно баланс у нее, вот этой вот куклы, подобрать ткань. Чтобы еще самое сложное это у кукол, это вышивать лицо, чтобы оно гармонично, если вы делаете в паре, чтобы оно у вас и в паре смотрелось. У этих кукол, у куклы Павы, какое предназначение? Что они несут с собой? Они несут любовь, верность друг другу, обаяние. Я воплощаю еще одну коллекцию. Коллекция будет состоять из 14 кукол. У меня просто пока наброски, я подготавливаю ткань. И съездить нынче – это Суздаль, душа России. Вести Пермь. Все, что интересно пермякам. Главные новости Прикамья, репортажи о важнейших событиях, прямые включения из любой точки Пермского края. Смотрите информационные итоги дня в программе «Вести Пермь» на телеканале «Россия-1» в 21:05. Дорогие друзья, сейчас мы отправляемся в веселое путешествие, где будем играть, веселиться. И я хочу пожелать вам хорошего времяпровождения. В этом году мы проводим межрегиональный фестиваль «Акань» уже в 13-й раз. Этот фестиваль традиционно проходит как для детской аудитории, так и для аудитории взрослой, которая представлена мастерами, увлекающимися созданием кукол, народных кукол, кукол интерьерных, сувенирных. В этом году в программе традиционно есть конкурс-выставка кукол ручной работы «Акань-2021» и ряд мероприятий детских. Это мастер-классы, это игровые программы, и это большой детский концерт, театрализованное представление, на котором наши ребята и их родители, и все желающие знакомятся с нашей традиционной пермяцкой культурой. Сегодня, ребята, мы с вами делаем вот такую сказочную, волшебную птицу счастья. Она у нас сделана из соленого теста. Маленькие бусинки раскатали, взяли кисточку с клеем и подклеили эти глазки на голову нашей птички. Подклеили. Получается, как птичка счастья, она еще и как оберег, потому что у нас на крылышках мы сейчас еще сделаем такой вот компермяцкий знак, который называется перна. Это оберег. И вот тем самым у нас птичка будет еще и обережная. Все, что сделано с душой из природного материала, несет энергетику. И вот сейчас мы с тобой расправим бабочку. Это и правда береста? Это береста, да, расслоенная. И вот у нас
полетела новая бабочка. А коменция вас бабыл. Тедат комисса кычуоны. Бабылся. Вот. Сия керша миян баныш. Баныш керша, как деталька боштаны, этикасы уджиджик, мадикасы учаджик. И тия сия поннат, хоть бы керны сетшам задибез, кытна, воны, бокон, экшены вот этшам, этик крылышко из васа и немножечко уджиджикаш, мадик крылышко из нее эктамы. И дома машертен, керамо усик кез. И миян шогма вот этим бабыл. Все расправляем. Это урваем, пундавам. И вот миян шогма с этим бабыл. Вот мы чавты над кчем шогмис. Вот этим шогмис. Аж радуйта тиян с челядёкке, аж будас тиян во бур гортанет. И банны сашеш это энергия тиянва. Я хочу этот мотылек подарить маме, чтобы он ее оберегал. Челяди уна орсаны, не только выставка вылына, еще и мастер-классы из вылын величины, и орсаны, и, конечно, это кукунсаны бурашочищисами, и аймамка твовлиса, и бдс чувалы сбура, и это миян выставка, спонда суджавны, будь месяц. Сиены вермасы в окна, имея по нам вещтачнылы, это на конюк изилыш, потому что уналанем один бур история, когда елыш туя вещтачны. Как можно заинтересовать современных детей вот такими куклами, которые шили, мастерили раньше? Наверное, показать, что это наша традиция, и это интересно. И здесь все-таки развивается и моторика для детей, для маленьких, а для взрослых это и изучение истории, что тоже немаловажно. Сейчас мы уже, конечно, идем дальше изучение кукол, и не только изучаем конструкцию кукол, но изучаем обязательно костюм, в который одеваем куклу. Например, вот эта куколка одета в костюм северных народов, она имеет и кокошник, и дубас, и поясочек. Здесь представлена очень большая и красивая выставка, но очень разнообразные работы, выполнены в разных техниках. Если настоящий мастер, он восстанавливает полностью, он научится ткать, потому что ему этого не хватает, он научится делать пояса, потому что это не хватает, он научится набойке. Вот эти все качества, и я думаю, что все кукольники, мастера передают детям. А это самое главное, что ничего у нас не умрет, будет все у нас жить, будет у нас развиваться. Для этого существуют у нас такие праздники, Акань. Очень приятно.